Сегодня стало известно, что в республике скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. Это жительница Саяногорска, 84 лет. Она имела сопутствующие хронические заболевания. Общее число летальных случаев за все время пандемии – 84. Заболевших за прошедшие сутки в Хакасии – 171. В Абакане сегодня состоялась целая серия одиночных пикетов в поддержку медиков. Таким образом, активисты попытались еще раз привлечь внимание властей к сложившейся в республике ситуации. На плакатах имена героев последних дней, врачей и фельдшеров, которые не побоялись громко заявить о бедственном положении хакасской медицины. Реакция на происходящее в репортаже Константина Кравцова. На фоне неспешно идущих по своим делам работников администрации молчаливый пикет идет. Громкий призыв на плакате, адресованном главе Хакасии и министру здравоохранения. Спустя пару минут появляется еще один активист со словами поддержки в адрес фельдшера Полины Паниной. Это она и еще ряд работников скорой сегодня едва ли не самые популярные жители Хакасии. А все потому, что рассказали открыто, по сути, о том, с чем столкнулись все жители республики. Очереди из реанимобилей, нехватка мест для больных коронавирусом, людей часто отправляют буквально умирать домой. Такая правда, очевидно, не понравилась чиновникам Минздрава. Позже сами же герои рассказали, что начались гонения. Сегодня единственным, кто проявил интерес к акции поддержки, оказался депутат Олег Иванов. Но, по его мнению, крик о помощи тех, кто сутками на передовой и показал очевидную несправедливость, героизм раздутый. Это гражданский долг человека. Позвонить и сказать: работайте, есть проблема, не справляются. Тут не надо в ранг какой-то возводить. Обычную ситуацию рядового поступка. Я так считаю, Олег Иванов. Спустя мгновение молчаливого активиста на разговор приглашают уже сотрудники полиции. Правонарушений объяснение возьмем с вас? очевидно не было. Пойдемте. Минздрав Хакасии, да и сам глава Валентин Коновалов все скандалы и видеоролики называют провокацией. Но это не вяжется с мнением рядовых жителей. Форумы буквально утопают в призывах к власти, наконец, начать нормально работать. Конечно, есть недоработки, скажу честно, потому что, наверное, не собранность, наверное, правильно сказать, не собранность в действиях, наверное, в первую очередь. Потому что никто с этим разом дальше не сталкивался, да? Думали, первая волна прошла, и все. Оказывается, вторая еще хуже. Как пример, эта публикация в одной из соцсетей. Автор сообщает, что ворох бумаг – не что иное, как количество вызовов скорой помощи, поддержка и ответственность. То немногое, что способен сделать для врачей каждый неравнодушный. Мы готовы отстаивать ваши права, поддерживать вас. Спасибо вам большое. Просто человеческое спасибо. В интернете сейчас очень большой общественный резонанс по этому поводу. Люди всячески поддерживают героев роликов, которые сейчас просто на всю страну все видят, что происходит. Впрочем, очередной пикет закончился так же тихо, как и начался. Далеко не факт, что слова поддержки сегодня увидят сами медики. Это с учетом катастрофической рабочей нагрузки. Константин Кравцов, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.